Смотрите передачу «Прямой интерес» и с вами я, Анастасия Лазарева. Только у нас, как всегда, самые интересные собеседники. Сегодня у нас в гостях Людмила Егорова, фотограф-любитель. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Я когда посмотрела в первый раз вашу книгу, я не поверила, что эти фотографии сделаны любителем. Мне показались, что они настолько качественные по содержанию, по смыслу и по технике, что это могли быть только профессиональные фотографии. Расскажите нам, пожалуйста, как это все начиналось, как вы взяли в руки фотоаппарат и превратили это увлекательнейшее занятие в хобби? Ну, наверное, начать надо совсем издалека. Когда мы с мужем только поженились, мы стали фотографировать. Фотоаппарат был смена 8. То есть там вот занавешивание окон, этот красный фонарь, там проявление, печатание, все, да, фиксаж, там всякие разные эти глянцеватели. Фотографировали детей. Черно-белые фотографии до сих пор есть, очень ностальгические, очень трогательные. Потом дети выросли, как-то это увлечение так немножко отошло на второй план. Потом, ну вот в 90-е годы все тоже повально начали фотографировать, да? Появились там мыльницы, у всех появились фотоаппараты, ну и у нас, соответственно, тоже. А потом такая вот мысль в голову пришла, что ну, у всех одинаковые фотографии, да? Куча альбомов появляется, много-много, и какой альбом не открой, там все одно и то же. Да, какие-то праздники, какие-то застолья, собственно, только вот лица меняются, а в основном все одно и то же у всех. Ну, может быть, там, когда в отпуск поедешь, только немножко разнообразие какое-то вносится. А потом у меня сестра живет в Берлине давно. И вот как-то весной ехали мы в Намцы. Такая хорошая погода была, солнышко, значит, проталины появляются. И вот как раз был с собой фотоаппарат. И захотелось сделать такую фотографию ей, чтобы вот она тоже, ну, вспомнила родину. Вот сняла. Березки были очень красивые. Ну вот, наверное, это вот первый был такой кадр. Целенаправленно, природу. А потом вот постепенно как-то оно пошло. Стало лучше получаться, там цветы, потом стала меняться техника, ну и, соответственно, там стало меняться качество и взгляд. Ну, видимо, как-то сам потихонечку тоже растешь вместе с этим. А почему только природа, а не люди, там, не знаю, что-нибудь еще? Не знаю, природа сама по себе вообще очень богата. То есть достойно быть объектом вот, фотографирования. Потом, может быть, в силу возраста очень последнее время вот, остро ощущаешь принадлежность вот именно к Якутии, что это вот именно родина. Много ездили, много видели, но вот просто положа руку на сердце, краше Якутии нету нигде. Людмила Егорова по первой специальности филолог. Затем она переквалифицировалась на юриста. В данное время работает начальником отдела государственной службы и кадров Верховного суда. Фотография – любимое дело жизни, которое не променяет ни на что. Большинство работ сделано недалеко от Якутска, что красноречиво говорит о том, что прекрасно увидеть можно во всем и не выезжая далеко за пределы города. Книга Людмилы Егоровой «Якутия в временах года» вышла на свет в этом году. Листая этот фотоальбом, уносишься в мир тишины и покоя, красоты и совершенства нашей северной природы. Наверняка вот в природе, где вы там снимаете, отдыхаете, было очень много ярких таких случаев каких-нибудь, там, связанных с животными. Я видела у вас фотографии, есть с медведем, с птицами очень много фотографий. Вот расскажите какие-нибудь истории интересные. Ну, рассказать с этим медведем, который в этой книге, с ним, наверное, никаких интересных историй не было, просто он на берегу был, а мы мимо проплывали на лодках. Вот он, так удачно он попозировал, встал на ноги. Он услышал, что мотор, вот, видимо, вышел. И то есть знающие люди, они сказали, что это не взрослый медведь, а подросток. Пестун называется, прошлогодний медвежонок. Вот. А интересная история у нас с медведями была в 2005 году, когда мы с мужем вдвоем поднимались по Синей.
И в одном месте остановились на ночевку. Там такой небольшой язык получается, песчаный. Вообще там все обрывистый такой берег идет. И вот в этом месте можно было пристать и такой табор разбить немножко. Вот. Была очень сильная гроза. А потом гроза стала утихать. Муж уснул. Это уже было, наверное, где-то часа 2-3 ночи. Было темно. И вот не спится. Такая тревога какая-то прямо в душе. Не могу уснуть. Из палатки выбралась, так красиво. Небо темное такое, звездами усыпанное. Там где-то вдалеке гроза ушла, погромыхивает гром, значит, зорницы. Вообще все это неописуемо красиво. Но вот тревога, она, значит, не оставляет. От чего тревога, непонятно. И вот услышала, что в лесу нет-нет и треснет ветка сухая. Ну, стала думать, что человеку взяться неоткуда, тайга. Если бы это был кто-нибудь там, Сахатый, например, он бы вообще как танк шел бы и треск бы стоял кругом. А тут, значит, вот такое впечатление, что крадется. Ну, и я вот, думаю, наверное, это медведь. Ну, страшно. И вот, значит, мысль такая, будить мужа или не будить. А в палатке у нас ружье есть. Ну, все-таки вот далеко отправились в тайгу с ружьем. Думаю, если я его разбужу, вот, значит, он первым делом схватится за ружье. От него вот пойдет такая агрессия, и вообще, непредсказуемо, что сделает медведь. Конечно. Но все-таки лето, он не должен быть вообще сам по себе сильно агрессивным. Думаю, мужа я будить пока не буду. Залезла в палатку, села, и вот сижу, боюсь. Высиживаете. Да, со всем уважением к медведю, боюсь. Вот, и он уже очень близко подошел, вот даже за палаткой было слышно, как он по песку ступает и как он сопит. То есть он был, вообще вот вплотную, там, наверное, где-то 2-3 метра, может быть, может и ближе, не видно. А потом каким-то образом этот медведь меня успокоил, сказал мне, что он меня трогать не будет. И я легла и уснула. Телепатически, значит, да? Наверное, потому что разговаривать он все равно не умеет. Но как-то он до меня донес вот эту информацию. Потом я утром мужу рассказала, и он потом признался, да, что вот там на берегу он видел следы взрослого медведя и медвежонка. А потом на следующий год мы уже увидели вот этого вот медвежонка. И, в общем, это было недалеко от того места, где мы в прошлом году ночевали. Вполне возможно, что это вот этот медвежонок с мамой и приходил тогда к палатке, которого мы потом на следующий год увидели и сфотографировали. Вообще животные, можно сказать, они очень чуткие. И к не всяким людям они подпускаются ближе, допускают себя там, не знаю, фотографировать, увидеть. Даже вот когда увидишь гнездо, птица бывает, ширк, улетит и все, гнездо оставляет, да? В вашей книжке очень много изображений животных. Как вам удается их поймать за каким-то делом и вот то и дело сфотографировать? Во-первых, я всегда разговариваю, когда вот начинаешь вообще фотографировать издалека, то есть кого-то увидел, начинаешь издалека фотографировать, и потихонечку ближе подходишь, вот, до какого-то определенного момента допускает. Потом, правда, все равно, конечно, убегают, улетают. Вот, есть фотографии только что ожеребившейся кобылы. Да. Да, вот в поле. Тоже начала фотографировать очень издалека и потихонечку приближалась. Так она сперва, в общем, волноваться начала. И тоже я с ней вот шла и разговаривала, что какая ты умница, какая красавица, какого хорошего жеребеночка родила. И что вот я тебя обижать не буду, только сфотографирую. Так вот она, в общем, достаточно близко меня опустила. Хорошие фотографии получились. Природа во всей ее красе, во всех ипостасях и во все времена года. Вот что можно увидеть на фотографиях Людмилы. Как у любого человека, тем более фотографа, самые дорогие фотографии те, которые были отсняты последними. Эти фотографии, кстати, сделанные недалеко от Покровска, являются предметом гордости Людмилы. Еще бы, увидеть одну косулю и то редкость, не то чтобы сфотографировать 3. Как фотограф, какая у вас самая заветная мечта? В прошлом году мы ездили в отпуск и были на Эльбрусе. Не знаю, мне кажется, вот если я попаду на Кигелях, то у меня
впечатления будут более Больше крыши, да? эмоциональные, чем вот от него. Как известно, вот путешествия занимают очень много времени. Фотографирование – дело дорогое. Все это распечатывание, фотоаппарат, выездки – это тоже как-то собраться надо, поехать. Как часто вы выезжаете? Очень часто. То есть для вас это и отдых, можно сказать, да? Ну, вообще это Образ жизни. вот именно. Мгм. Скорее всего, наверное, можно так сказать, потому что вот круглый год мы стараемся ездить. Ну, по необходимости ездим в Намцы к маме помогать, она живет одна. А так вот вообще, то есть и для удовольствия. И летом мы вообще ни одного выходного дома не ночуем. Мы обязательно едем с ночевкой. Вот все там, значит, у нас УАЗик, все там затарено. Все эти, значит, там мангалы, столы, табуретки, шкуры, палатки, все это. То есть для вас отдых лежа на диване перед телевизором? Нет, перед телевизором вообще никак. Еще, может быть, на диване с книжкой еще как-то приемлемо, но перед телевизором вообще я телевизор не поклонница. Мгм. Лучше побывать на природе, Да, и да. пофотографировать интересные Лучше на моменты. природе, это, конечно, вообще бесспорно. Потом, значит, муж мой, ну вообще без него ничего бы не было. Если так вот разобраться, то процентов на 90 это, наверное, его заслуга. М. И то, что он фотоаппарат мне купил такой, значит, вот профессиональный, хороший, зеркальная камера. И то, что он меня поддерживает, ну вот, где-то, наверное, в ущерб собственным интересам, он соглашается ехать со мной. Может быть, ему интереснее было бы, допустим, с ружьем с кем-то поехать на охоту. М. Но есть там такие, конечно, моменты, когда вот охота на уток открывается, закрывается. Ну, то есть там я уже вне конкуренции, конечно, вообще, куда там утки. Ага. А так вообще, конечно, очень много. Это его заслуга во всем в этом, и в том, что вот книга получилась, и в том, что фотографии получаются. Нет, наверное, ни одной фотографии, которая, ну вот без его участия случилась бы. Спасибо вам за интересную беседу, Людмила. Всякому хочется пожелать такой интересной, насыщенной жизни, как у вас, вот такого интересного хобби, увлечения. Ну а мы хотим вам пожелать очень хороших снимков, чтобы осуществилась ваша поездка, мечта поездка на киселях, и кучу хороших, качественных фотографий. Спасибо большое. Ну а с вами была передача «Прямой интерес». И с вами я, Анастасия Лазарева. До новых встреч!